Здравствуйте. Это проект «Своих не бросаем». С вами Лиана Кириллова. И Артур Галеев. Здравствуйте. 1 октября в России начался осенний призыв на военную службу. И гость в студии военный комиссар Республики Башкортостан Михаил Александрович Блажевич. Здравствуйте. Добрый день. Осенний призыв в самом разгаре. Как он проходит? Наш осенний призыв проходит абсолютно в плановом порядке. Никаких изменений и отличий от призывных кампаний 2 или 3 года назад нету. Все в тех же рамках. Задание у нас не увеличено, даже, скажем так, немножечко поменьше, чем в прошлом году. С поставленными задачами справляемся, работаем планово. Ребята вообще охотно идут в армию или много уклонистов? Основная масса, конечно, идет охотно. Вот. Уклонисты есть, не будем кривить душой, но их количество исчисляется, наверное, в десятых долях 1%. Без этого, наверное, никогда не будет. Мы успешно будем с этим справляться. А правила осеннего призыва не поменялись? Повестки у нас сейчас бумажные или еще и электронные? По правилам призыва у нас все осталось в тех же рамках, которые были и в предыдущий у нас весенний призыв. Повестки бумажные, вручаются лично под роспись каждому призывнику. Если будут приходить электронные повестки, в этом никакого нарушения нет. Это тестовый режим, реестр воинского учета единый, который создается в Российской Федерации. Он сейчас тестирование проходит. И не обязательно для исполнения, скажем так, призывником, который получил электронную повестку. С 1 апреля 2024 года эта система должна будет заработать в полном объеме. Мы к этому готовимся, проходим ряд организационно-технических мероприятий по подготовке к этому. Вовремя запустим и будем работать. Единственное, что изменилось, это штрафные санкции. Они существенно ужесточены. Штрафы за невыполнение мероприятий воинского учета предприятиями, организациями, гражданами лично, они кратно возросли. Суммы достаточно серьезные. Остальное все пока в этот призыв так же, как и во все остальные, традиционно. Михаил Александрович, и главный вопрос, который сегодня волнует всех матерей, чьи сыновья достигли призывного возраста. Не грозит ли их детям попасть в зону специальной военной операции в случае, если их призвали в армию? Абсолютно не грозит. Министерство обороны выполняет свои обязательства. Как сказали еще весной 2022 года, что военнослужащие по призыву не будут привлекаться в зону проведения специальной военной операции. Уже 1,5 года Министерство обороны держит свое слово. Ребята призывались, увольнялись, призываются, увольняются. Абсолютно никаких тенденций нет. Количество военнослужащих по контракту, добровольцев, мобилизованных наших ребят военнослужащих достаточно для выполнения задач специальной военной операции. А если парень, который отправился служить срочную службу, захотел и изъявил желание вступить в ряды, получается, в зону специальной военной операции, пойти служить туда, через какое время можно подписать контракт? Самое основное и главное – это то, что можно заключить контракт, не проходя службу по призыву. То есть любой гражданин Российской Федерации, который подлежит призыву на военную службу, по призыву, он имеет право заключить контракт сразу при получении повестки. Он приходит в военный комиссариат, говорит: я хочу пойти на военную службу по контракту. Военная служба по контракту год за год, то есть вместо года службы по призыву можно выбрать год службы по контракту. Пройти не менее 3 месяцев подготовки и только после этого уже убыть в район проведения специальной военной операции. А в этом случае статус участника специальной военной операции как быстро присваивается? Статуса участника специальной военной операции, он присваивается молодому человеку после того, как он прибыл в район проведения специальной военной операции. Командир издал приказ о его участии в специальной военной операции, и тогда присваивается статус. У нас есть в основном вопрос стоит по статусу ветеран боевых действий. Да, вот этот статус присваивается после того, как издался приказ командиром части. Человек принял участие в специальной военной операции.
Эти документы оформляются на действующего военнослужащего командиром воинской части, удостоверение участника боевых действий, на добровольцах, принимающих участие в специальной военной операции в добровольческих отрядах БАРС, военными комиссариатами выдаются после возвращения из района проведения специальной военной операции. Если какой-нибудь военнослужащий в ходе службы и участия в специальной военной операции не получил, будучи действующим военнослужащим, то же самое обращается в военкомат. Мы собираем документы, если он их с собой не предоставил, и оформляем ему тоже удостоверение ветерана боевых действий. Спасибо. А сейчас в нашей рубрике о мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Смотрим. Был в Сватово-Кременной, закончился контракт, вернулся сюда с контузией. Обратился с тем, что месяц абсолютно не спал, нету сна. Не только участники СВО, но и их семьи могут получить психологическую помощь. Какая именно поддержка необходима, помогут разобраться специалисты. В Республиканском психотерапевтическом центре лечение подразумевает индивидуальные консультации либо работу в группе. Каждый телефон, говорю, я вздрагиваю, потому что тревожно мне, говорю. Вдруг от сына какие новости. Комплексная терапия дополняется физиотерапевтическими процедурами. У нас есть различный спектр физиотерапевтического лечения, включая водолечебницу, это бассейн, различные ванны, включая светотерапию, электролечение, сухие углекислые ванны и многие-многие другие. Массаж, иглорефлексотерапия, герудотерапия, пиявки и другие методы. Меры психологической и психотерапевтической помощи в нашей республике предусмотрены разные, в зависимости от ситуации, возраста и других индивидуальных особенностей обратившегося человека. Вся необходимая информация есть на сайте Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики. В первую очередь в Республиканский психотерапевтический центр. Дальше можно обратиться уже в молодежные центры в районах и городах республики. Перечень можно увидеть будет в интернете. Также в каждом районе работают психологи центров «Семья». К ним можно обратиться как очно, либо позвонить по единому телефону. Он бесплатный, 8 800 347 5000, и записаться в режиме онлайн на удобное для вас время. А дети и родители могут получить круглосуточно экстренную психологическую помощь по всероссийскому телефону доверия детскому 8 800 2122. Это проект «Своих не бросаем». И сейчас мы посмотрели рубрику о мерах поддержки, которые действуют в Башкортостане для участников СВО. Михаил Александрович, хотелось бы задать вопрос. Ваше мнение как военного человека, насколько необходима тем людям, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, психологическая помощь? Знаете, я считаю, что оказание такого рода помощи – это огромный комплекс мероприятий, и проводимый на всех уровнях, начиная, наверное, возьмем снизу, это с семьи, в которую вернулся военнослужащий, заканчивая органами местного самоуправления, и еще выше брать это государством нашей Российской Федерации в целом. Я думаю, что ни в коем случае это не должно быть заявительно. Почему? Потому что многие ребята, которые прошли очень тяжелые испытания, они никогда сами могут, не придут? сами никогда не прийти. Они могут замкнуться в себе, могут копить, что-то накапливать в себе, какую-то, может быть, озлобленность, может быть, какую-то обиду. И если мы не начнем сами их притягивать к себе и разбираться, то может быть поздно. А важность этих мероприятий по именно восстановлению, по морально-психологической устойчивости ребят, это очень важно. Потому что мы верим же с вами и знаем, что мы победим, война закончится, и сотни тысяч ребят вернутся домой. Это очень большое количество людей, которые прошли очень тяжелый путь военной службы. И мы должны их встретить, обнять и помочь им в дальнейшей жизни.
Большое спасибо за ответ. Ну и как раз эту помощь и поддержку нашим участникам специальной военной операции оказывают в том числе и центры поддержки участников СВО, которые были созданы в Башкортостане. И сейчас предлагаю посмотреть сюжет об одном из таких центров. Валентина – супруга участника специальной военной операции. Ее муж мобилизовался в сентябре 2022 года. В первое время женщина сама справлялась с бытовыми делами, воспитанием детей. Но настал момент, когда понадобилась помощь со стороны. У нас такая ситуация, то, что на 5-м этаже никто не живет, и поэтому у нас нет доступа в квартиру, и дома всегда у нас холодно. Дети маленькие, поэтому нужно было реагировать на то, чтобы согреть комнату, и ребенок заболел. И мне пришлось обратиться в центр поддержки. В течение 2-3 дней у меня вопрос решили. В Центр поддержки участников СВО и членов их семей города Нефтекамска могут обратиться сами участники специальной военной операции и члены их семей, а также члены семей погибших. Ни одно обращение не остается без внимания. Ко мне обращаются с различными вопросами, связанными по медицинской части, по юридической части, с реабилитацией бойцов. Также можно решить вопросы, проблемы с трудоустройством. Также есть вопросы, связанные с адаптацией жилых помещений, с выдачей технических средств, лекарственное обеспечение. Члены семьи обращаются в основном, это, конечно, связано с отоплением. То есть те родители, либо жены, у которых печное отопление, мы помогаем дровами. В летнее время мы помогали сеном. Есть заявки от ребят, но в основном это, конечно, теплая одежда. Есть заявки по квадрокоптерам, по технике. Она достаточно дорогая, но в этом плане нам помогают наши спонсоры. 15 килограммов домашней лапши Нурия Галиева приготовила из 100 яиц. Потратила на это 10 дней. Женщина нарезала лапшу именно так, как когда-то для своего внука Руслана. Молодой человек год назад погиб на Донбассе. Там же ведь не так постоянно не бывает такие. За этого как будто мой внук тоже съел это, вот в таком типе я готовлю. Күкрәкләргә стулган орден медальләр белән тизрәк җиңеп кайтыгыз. Көтәсез аналар, көтәсез балалар. Көтәбез барыбыз да. И правда все ждут. Родители, сыновей, жены, мужей, дети отцов. Ждут и верят, что скоро их близкие вернутся домой. Туда, где тепло и уютно. И где-то бабушка также приготовит своему дорогому внуку его любимый суп с домашней лапшой. Как ни говори, а специальная военная операция сплотила нас всех и во многом сделала сильнее. Михаил Александрович, Башкортостан в числе лидеров по количеству добровольцев, которые отправились на передовую. Набор продолжается? Да, безусловно, набор продолжается, потому что мы все прекрасно понимаем, что это добровольное желание людей. Его остановить, а зачем? Если есть желание защищать Родину, почему кто-то должен этому мешать? Мы продолжаем работу в этом направлении. Осуществляется набор военнослужащих по контракту. Но Башкортостан всегда славился своими воинами во все времена, как говорится. Это традиционное наше качество нашей республики, и оно сейчас продолжает подтверждать тот лозунг, который был, что башкирские воины – настоящие защитники Отечества. И мы это видим и по федеральным каналам, и в различных телеграм-каналах и так далее. Наши воины везде достойно несут службу. Спасибо, что пришли к нам в студию. А с вами, уважаемые телезрители, увидимся через неделю. Это проект «Своих не бросаем». О том, что касается всех и волнует каждого. До встречи.